Ровно 50 дней осталось до начала Всемирной фольклориады, которая пройдет в Башкортостане с 3 по 10 июля этого года. Обсудим прямо сейчас подробно в выездной студии, которая работает на крупнейшем форуме, посвященном культуре «Арт Курултай». С нами сегодня Алехандро Камачо, вице-президент СИОФ, председатель комитета СИОФ по подготовке и проведению Всемирной фольклориады. Алехандро, здравствуйте. Buenos días. Solo 50 días para el 6 лет мы готовились к этому событию и выбрали Башкортостан именно как место, где мы проведем его. Алехандро, сегодня была церемония, которая посвящена вот как раз обратному отсчету. 50 дней осталось, да? Как все прошло, ваши впечатления? Я думаю, что это мировое событие, и Башкортостан превращается в мировую столицу. И это произойдет на уровне всего человечества. И мы будем здесь, в Башкортостане, бороться за дружбу и за мир. Как вы оцениваете уровень подготовки? Excelente. Esta, sin duda, va a ser... Великолепно, потому что даже несмотря на пандемию мы превзойдем и по количеству участников, и по качеству проведения этого мероприятия. Y la organización es excelente. С каким настроением участники Всемирной фольклориады сюда прибудут в Башкортостан, что вам известно? И не повлияет ли пандемия коронавируса, которая еще продолжается во всем мире, вот, на саму атмосферу, на ваш взгляд? Ну, помимо того, что это у нас фестиваль, посвященный фольклориаде, фестиваль, посвященный пению, танцам и другим каким-то выражениям народного творчества, это также еще и выражение жизни рядом. Это возрождение культуры по всему миру, и понятно, что никакая пандемия не может помешать этому. Мы приезжаем сюда, и культура возрождается. И la cultura renace. Современное состояние культуры. Что в повестке? Да, какие основные вопросы? На что хотите обратить внимание прежде всего? Bueno, la agenda inicia justamente 13 числа июля произойдет большой гигантский парад, где будут участвовать все коллективы, которые примут участие. Это коллективы танцы, пения. Они пройдут по столице Башкортостана. И потом, конечно же, мы поедем по различным районам Башкортостана. А потом вернемся сюда опять, и опять здесь уже пройдут многие мероприятия. Una gran gala para toda la gente de Bashkortostan. Y cómo ha afectado, несмотря на эту вот пандемию, и, может быть, даже вопреки этой пандемии, у нас будет увеличиваться количество стран, где проводится фольклориада, и мы с удовольствием это принимаем. Pero y es lo más importante. Как вы считаете, что нужно предпринимать, чтобы сохранять национальные культуры вот небольших народов? Trabajar con ellos, con la gente. Для этого нужно особое внимание обращать на детей, потому что именно дети должны воспринимать эту культуру, которая является традиционной. Я передаю своему ребенку, он своему ребенку, и так далее, это передается через поколение. То есть только дети могут помочь нам возродить все вот эти культурные традиции малых народов. Hay que trabajar con los niños. Los niños son lo más importante para que los pueblos del mundo fortalezcan su identidad y su cultura. Алехандро, несколько слов про башкирскую культуру. Что вы можете отметить? Yo siempre que hablo de Bashkortostan digo que es una gente. Во-первых, и горячие люди, и гостеприимные люди. И это люди, которые похожи на нас, на латиноамериканцев, которые готовы отдать все своим гостям, и еду, и приют, и все что угодно. Es muy parecida a la gente latina que ofrece su casa, comida al que llega al visitante. Спасибо вам большое. Будем ждать вас в июле. Большое спасибо вам тоже. Встретимся через 50 дней. Гостем программы «Интервью» сегодня был Алехандро Камачо, вице-президент СИОФ, председатель комитета СИОФ по подготовке и проведению Всемирной фольклориады. Это была выездная студия Башкирского спутникового телевидения.